Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 2. Цифровой этикет. Что это такое? Салям алейкум. Здравствуйте. Я Наджия Фими. А я Сибия Асанова. Вы слушаете Digitalk – подкаст про медиаграмотность и критическое мышление. Digitalks. Сегодня мы поговорим об этикете в сети. Действительно ли он существует, из каких правил состоит, что перешло из реальной жизни в виртуальную, а что является новшеством. Если говорить о бессмысленно потраченном времени, могу вставить свои 5 копеек. Однажды я слушала минутное голосовое сообщение в Инстаграм и бесилась, потому что важной информации там было ровно на 10 секунд. А для того, чтобы прослушать это сообщение, я нашла место для парковки и опоздала на встречу. Но это же, конечно, моя проблема, но суть в чем? В том, что голосовые сообщения очень часто раздражают. Хотя я иногда и сама грешу таким, но отправляю что-то очень коротенькое. Да-да, у меня, например, дома дети, постоянный шум, и мне неудобно слушать голосовые сообщения практически всегда. Еще в Инстаграм, насколько я знаю, нельзя ускорить прослушивание, как, например, в Телеграме. Мне, например, иногда непонятно, когда мне пишет незнакомый мне человек, ни «здрасте», как говорится, ни «до свидания», ни «селям», ни «килям», и что-то просит сходу. В обычной жизни принято же здороваться. Да, а еще раздражает, когда пишут «СПС» – это «спасибо», «пожалуй», «пожалуйста» и так далее. Вот мне непонятно, за каждую букву деньги, что ли, платить надо? Или это конспект чьей-то лекции с кучей сокращений? Раз пошла такая песня, то уж скажу про ошибки. У меня иногда дергается глаз. Иногда диванные критики Джамлы радио пишут комменты с таким количеством ошибок – миллионы. Нам было интересно, только нас что-то бесит в сети или все-таки мы не одни такие? Давайте послушаем, что раздражает в сети наших подписчиков. Мне, наверное, не нравится, когда люди дают советы, которых не просили, и при этом делают это в какой-то форме, либо же дают комментарии а-ля «не хочу тебя обижать, но…» Или, что-то, в общем, в этом духе, когда вначале ты такой, типа, нет, ты не обижайся, а потом дают какую-то оценку, опять-таки, которую не просили, и это все в такой ужасной манере. Вообще все, что нарушает мои границы, это ужасно. Не люблю, когда меня отмечают под разными конкурсами и в гивах. Меня раздражает, когда пишут капслоком или с кучей смайликов, которые заменяют слова. Кстати, про смайлики. Есть куча вайнов, когда люди по-разному понимают значение эмодзи, и я отношусь к числу этих людей. Меня жутко раздражает, когда я общаюсь со своей женой, а она в это время смотрит телефон. Меня, например, жутко раздражают вопросы из разряда «когда замуж?». Вышла я замуж. Следующий вопрос «когда рожать?». Родила я ребенка. Конечно же, следующий вопрос «когда за вторым?». О, боже мой, и так по кругу. Да, вопросы вероисповедания, семейного статуса, возраста – это просто топчик, и не только в интернете. В общении в сети меня раздражает безграмотность. Я понимаю, что иногда возможны какие-то технические ошибки или опечатки, но когда текст, который тебе приходит в сообщении, полон грамматических ошибок, то мне сложно на него смотреть, еще и учитывая мое филологическое образование. Я, например, не люблю говорить по телефону. Мне часто звонят в неудобное для меня время. Мне надо, чтобы меня сначала предупредили о звонке. Что же говорят специалисты по этому поводу? С нами на связи член Международной ассоциации специалистов по этикету Мавиле Сары. В этой ситуации нужно смотреть не только со стороны человека, которому звонят, но и со стороны человека, который звонит. Мы же не знаем, что происходит в данный момент у человека. Может быть, он занят, может быть, у него нет возможности ответить нам сразу. Это все нужно брать во внимание. Если звонок вам важен, вы имеете право перезвонить через какое-то время. Через 2-3 часа. Может быть, не сразу, но перезвонить. Некоторые люди не берут трубку, когда звонят с незнакомых номеров. Я всегда говорю, что этикет ситуативен. Не брать трубку от незнакомых абонентов тоже логично. Ведь в последнее время участилась реклама по телефону. Поэтому люди не берут трубку, ведь никому не хочется слушать рекламу.
Особенно, когда вы заняты, вы находитесь в процессе рабочей деятельности и так далее. А вам звонят и навязывают услуги, которые вам абсолютно неинтересны. Если вы звоните по какому-то делу, то у вас есть все основания сначала отправить этому человеку СМС, представиться и сказать, по какому вопросу вы звоните. Мы при живых встречах стараемся не использовать телефоны и планшеты, потому что это неуважение к тем людям, с которыми вы пришли встретиться, с которыми вы общаетесь в настоящий момент. Бывают ситуации, когда вы ждете очень важного звонка. Например, вы встречаетесь с друзьями и понимаете, что у вас в это время должен быть какой-то важный звонок по работе. Тогда лучший вариант предупредить друзей, что вы ждете звонок, для того, чтобы никого не смутить тем, что у вас рядом находится телефон. Ремарка. Из-за плохого качества записи мы переозвучили речь эксперта. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. В интернете мы учимся, узнаем новости, работаем, знакомимся и общаемся с людьми. То есть являемся участниками сетевой коммуникации. Если таковая существует, значит есть и сетевой этикет. Нетикет. Название термина произошло от слова «этикет» и англоязычной приставки «net», которая в переводе означает слово «сеть». Проще говоря, нетикет – это правила общения в интернете. А еще я добавлю, что особенность сетевого общения в том, что все, что мы выкладываем в сеть, фотографии, высказывания, сообщения и комментарии, формируют наш образ. Если вы в своем блоге ведете себя как наследный принц или принцесса, а в переписке позволяете себе крепкое словцо, то надо определиться или одно, или другое. Я думаю, что мы можем еще раз подрезюмировать все вышесказанное и составить такой себе аудиосписок правил общения в сети. Придерживайтесь тех же правил, что и в реальной жизни. Представляйтесь и обращайтесь к незнакомым людям на «вы». Если стучитесь к кому-то в друзья в социальной сети или мессенджеры, напишите, кто вы и почему хотите добавиться. Причем переходите сразу к делу. Не стоит отправлять таинственный «привет» и ждать ответа. Уважительно относитесь не только к своей, но и к чужой приватности. Не выкладывайте фото и информацию о другом человеке без его согласия. Никогда не пишите то, что вы не сказали бы человеку в лицо при личной встрече. Никогда не говорите то, что бы не хотели услышать от других в свой адрес. Будьте политкорректными, не затрагивайте вопросы, касающиеся вероисповедания, пола, возраста и национальности ваших собеседников. Не пишите заглавными буквами капслоком. Это означает, что вы кричите на собеседника. Голосовые сообщения не всегда удобно слушать. Не надо отправлять их всем подряд. Когда начинаете переписку с новым собеседником, в первом сообщении представьтесь, пишите емко и кратко, старайтесь не использовать сокращения, их смысл может быть непонятен адресату. Используйте смайлики, анимацию и графические изображения только там, где это уместно. Помните о правилах орфографии и пунктуации. Перед отправкой сообщения по возможности прочитайте текст, чтобы не отправить собеседнику бессвязное сообщение с ошибками и опечатками. Т9 не раз вас подводил и подведет. Не дробите сообщения. Отправка сообщения по слову или предложению нередко приводит к путаницам. Вы еще не закончили мысль, а собеседник уже начал отвечать. Вы реагируете на его замечание, он на ваше, получается хаос. Цельный текст воспринимается намного лучше. Кроме того, постоянно всплывающее оповещение действует на нервы. Не забывайте об обязательных словах приветствия, обращения, благодарности и прощания. На сегодня у нас все. Это был DigiTalk, подкаст о медиаграмотности и критическом мышлении. Если вам понравился наш подкаст, ставьте свои оценки, лайки, оставляйте комментарии и советуйте друзьям. Над подкастом работали Наджия Феми, Сибия Асанова, Эскендер Асанов, Севиль Кенже, Эльдар Куртитов. За помощь в записи благодарим студию «Хаят» и лично Эмиля Меметова.